Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. Все заинтересованные лица, будем говорить так, план сегодняшнего заседания получили. Также получили план работы на 2017-2018 год. Конечно, этот план не панацея, то есть можно вносить будет изменения туда. Я призываю учителей информатики проявлять большую активность, хотя, судя по прошлому году, в принципе, у нас полноценно прошли 4 заседания. На этих заседаниях педагоги Республики Коми поделились своим опытом, и в общей сложности выступило на этих заседаниях 14 человек. Я считаю, цифра такая более-менее нормальная. Хотелось бы, может быть, и чтобы большим опытом своим делились учителя информатики. В этом году мы составили план, который состоит из 3 блоков. Первый блок — это научно-методический блок, второй блок — учебно-методический блок, и третий блок — практический блок. И вот как раз в разрезе практического блока каждый муниципалитет получил задание. Пока мы так запланировали, и хотим, чтобы согласно этому плану все-таки муниципалитеты привлекли своих учителей информатики к тому, чтобы поделиться своим опытом работы. То есть мы, в общем-то, цель и наших заседаний-то сводится к тому, чтобы не вариться там в своей этой кастрюле, или как говорят, поговорка есть, стараться тот опыт, который мы получаем, выезжая, возможно, куда-то в другие регионы или участвуя в каких-то мероприятиях других регионов, чтобы эти мероприятия у нас не оставались за кадром, и учителя делились своим опытом выступлений на конференциях или участия в конференциях и так далее. Поэтому призываю к более активному обсуждению тех тем, о которых мы заявляем. Я коротко остановился в своем выступлении на итогах прошлого года. Хотелось бы, чтобы этот год был более насыщенным, пожелать всем удачи и успехов и перейти ко второму вопросу нашего сегодняшнего заседания. Второй вопрос у нас в большей степени, наверное, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по курсу информатика в 2018-2019 году. И здесь мы пригласили к выступлению Животнову Елену Борисовну, ведущего методиста по информатике бинома лаборатории знаний. И сейчас я ей хочу предоставить слово. Елена Борисовна. Елена Борисовна, здравствуйте. Как слышите нас? Очень хорошо. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Да, мы вас тоже слышим. И предоставляем вам слово, да. Хорошо, да, начинаю. Итак, сегодня пойдет речь об инновационном учебно-методическом комплексе непрерывного информационного образования. О той его части, которая как раз и относится к информатике. Немножко я смотрю, звук притормаживает, но тем не менее я буду продолжать. Итак, наше издательство. Мы так и продолжает издавать учебную литературу для школ. Мы придерживаемся своей выработанной концепции, как это было и раньше. И продолжая работу по развитию своего комплекса естественно-математического образования, мы и наряду с теми учебно-методическими комплектами, которые были раньше, мы издаем уже и новые комплекты. Не только по информатике, это и по технологии, это по физике новые комплекты, но это скорее, наверное, отдельный разговор. Нужно понимать, что естественно-методический учебно-методический комплекс школы Бином включает в себя учебно-методические комплекты, выпускаемые как в бумажном виде, так и в электронном виде. То есть это электронная форма учебников. И о тех учебниках, о которых сегодня пойдет речь, каждому учебнику создана электронная форма. А говоря о
нормативной базы нужно отметить, что, конечно, все наши учебники соответствуют всем требованиям федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ. Ну, вот на этом слайде хорошо видно, что при формировании федерального перечня, это приказ 870, уже учитывались требования, которые предъявляются примерными основными образовательными программами. И познакомиться, конечно, учителям надо, и должны все знать и все разделы, это и целевые, и установочные разделы, и это, конечно, тоже отдельный разговор, но вы можете познакомиться это на нашем сайте в рубрике «Документация». Ну, а продолжая говорить об учебно-методическом комплексе школы БИНУМ, и мы остановимся именно на информатике. Ну, прежде всего, современная школьная информатика – это та дисциплина, которая направлена на формирование абсолютно широкого спектра образовательных результатов. Она отвечает новым требованиям, и это написано во многих документах, и с тем совсем все-таки непрерывно меняется в соответствии с этими требованиями. Очень тяжело, конечно, поддерживать статус, но, тем не менее, говоря о методике, организации образовательного процесса, мы можем сказать, что, несмотря на то, что произошли огромные большие изменения, все наши учебники соответствуют всем этим новым требованиям. И во всех учебниках, без исключения, разработана специальная навигационная система, где можно и выстроить тот курс, и ту траекторию обучения детей. Ну, говоря и возвращаясь к нормативной базе, в общем, тут понятно, что взят курс на формирование умения учиться и развитие личности ребенка. И поэтому в каждом учебнике, без исключения, мы найдем те разделы, которые и развивают, которые позволяют научиться учиться, которые развивают и как раз ребенка. Итак, отметим, что учебники по информатике нашего издательства для начального, основного и среднего общего образования являются основой единственного в своем роде непрерывного многопрофильного курса информатики, который предлагает осуществление обучения информатике, начиная с 1 класса и заканчивая 11 классом. Причем этот курс может выстраиваться в любую систему, методику и, главное, траекторию обучения. Для того, чтобы педагоги могли правильно выстроить непрерывный курс, в настоящее время как раз и разработаны и существуют завершенные линии для каждого этапа непрерывного курса. Это и 1, 4, 5, 6, обращаю ваше внимание, 7, 9, 10, 11 классы. Причем при переходе от одного этапа на другой учитель имеет возможность осуществлять переход от одного ОМК к другому. Мы об этом говорили, много вопросов задают. Ну, главное правильно, чтобы было назван этот курс. Например, если это расширенный курс, то это 5-9 пишут учителя, то, конечно же, после 6 класса нельзя менять курс. Но если же у вас курс 5, 6, 7, 9, то, конечно, после 6 класса можно выбрать любой учебник и работать по этому учебнику. Ну что ж, давайте познакомимся. Итак, начальное общее образование. Ну, хочу сказать, что у меня, как я ни старалась, все равно получилось 100 слайдов. Естественно, я буду многие эти слайды убирать. Ну, вы всегда можете мне написать, я вам пришлю полную презентацию, чтобы вы могли более подробно познакомиться со всеми нашими УМК. Ну, начнем с того, что поговорим о начальной школе. Что же входит в настоящее время в перечень? Напоминаю, что работаем мы сейчас по действующему перечню, федеральному перечню, хотя все наши учебники, о которых мы говорили, они были дополнены, переизданы, и мы готовили к новому перечню, получили все положительные заключения и рекомендованы для введения в федеральный перечень. Но, однако же, эти пиктограммы ФП показывают, что
данные УМК находятся в действующем перечне. Итак, что же это за УМК? Это УМК авторской группы под руководством Матвеевой Натальи Владимировны, авторская группа под руководством Цветковой Марины Серафимовны, Плаксина Максима Александровича. И вот новая УМК, которая подготовлена, это УМК под редакцией Горячего. Итак, УМК Натальи Владимировны Матвеевой, нужно сказать, что один из самых распространенных УМК, известен, в общем-то, практически всем учителям информатики, но в настоящее время помимо учебников, тетрадей, контрольных работ, которые и раньше были знакомы учителям, появились и новые. Например, это дневник проектов, где, собственно говоря, даже если вы не работаете в начальных классах, другие учителя могут вполне почерпнуть какие-то знания, так как здесь есть и цели, проекты, знакомства, ведение с проектом. И, по крайней мере, можно увидеть, как нужно правильно выстраивать проектную деятельность учащихся. Говоря о комплекте Могилева Александра Владимировича, я говорила авторской группы под руководством Марины Серафимовны, нужно отметить, что этот комплект направлен на развитие алгоритмического мышления ребенка младшего возраста. И, конечно, если мы посмотрим на странички учебников, хорошо видно, что здесь и сложные темы появляются, знакомства и с операторами, с командами операторов. И, собственно говоря, используя этот УМК, можно и во внеурочной деятельности вполне, потому что есть практические работы, в том числе и компьютерной практики. Ну, конечно же, к этому УМК нужно присмотреться более серьезно, так как в этом УМК входят и практикумы для 3-4 класса, и задачники, и сборник творческих заданий. А кроме того, электронные приложения, кстати сказать, не только для этого УМК, а для УМК и Макаровой. Также есть разработано такое электронное приложение, называем мы ее электронная тетрадь, где, собственно говоря, есть и дополнительные материалы, расширяющие вот базовый учебник. Это и контрольные работы, и такие рубрики, как «Теперь мы знаем», «Мы научились». И также есть и контрольные работы, которые можно выгрузить и предоставить, ну, например, при подготовке к домашней работе детей или подготовке к контрольной работе предстоящей. Ну, во-первых, эти электронные тетради у нас находятся в свободном доступе, в авторских мастерских, и, конечно, вы познакомитесь более подробно. Остановлюсь, конечно, еще и на вот этом УМК более подробно. Это новый учебно-методический комплект, такой громким названием «Информатика для всех» под редакцией Горячего Александра Владимировича. Конечно, нужно отметить, что данный учебник является современным учебником еще и потому, что появляются задания, которые формируют основные навыки, которые прописаны в ВОЗ на вот этапе окончания начальной школы. Например, это работать и с графами, работать с диаграммами, уметь понимать, что такое те же самые исполнители. Ну и кроме того, идет такое вот, ну, скажем, введение в программирование, в алгоритмику, идет знакомство с понятием инфографика, то есть обобщение, систематизация знаний, работа со всеми видами информации. Ну, а что касается практикум на компьютере, в 3 классе, например, идет знакомство со средой коду GameLab. Очень интересная среда, также работа с исполнителям. Я думаю, даже те учителя, которые еще и не знают эту среду, нужно обязательно познакомиться, посмотреть и использовать внеурочную деятельность не только для детей начальных классов. Ну и, конечно же, говоря об этом учебнике, нужно отметить, что вот в теле учебника идет знакомство со средой программирования Scratch. Также даже все дети, которые не работают в дополнительном образовании, не участвуют, например, в каких-то кружках, не ходят в кружки или конкурсах, они имеют возможность познакомиться с этой средой программирования. Ну и что же новое? Вот этой же группой, авторским коллективом разработано такие тетради по робототехнике, предназначенные для использования как в 1, во 2, в 3 и в 4 классах. Вот авторская группа под руководством Дмитрия Игоревича Павлова. Думаю, что
вам будет это интересно, так как и на нашем сайте, вот в авторских мастерских вы видите нижний правый угол, вы можете и найти программы, рабочие программы этого курса. Говоря об основном общем образовании, нужно сказать, что, конечно же, ВГОС предусматривает обязательное изучение информатики в 7, 8 и 9 классе. Но мы помним о том, что очень большие требования к выпускникам основной школы и, конечно же, о непрерывности обучения информатике. Это очень важно. Ну, нашим издательством, естественно, подготовлены учебно-методические комплекты, которые, собственно, осуществляют непрерывность обучения с 5 по 6 класса, в том числе в основной школе. И, конечно, структура и содержание нашего курса построены на единой системе понятий, которые отражают, естественно, основные содержательные линии, которые представлены перед вами. И всегда мне задают вопросы, а почему получается так, что те же самые темы, которые изучались в 5 и 6 классе, изучаются и в 7-9 классе? Но это понятно, так как есть такой принцип, называется он дидактическая спираль. В 7 и 9 классе, конечно же, будут те же самые темы, но существуют разделы, которые углубляют и расширяют данный курс. Ну что же входит в настоящий действующий перечень? С чем, какими учебными методическими комплектами нужно работать в этом году? Ну, во-первых, это учебно-методический комплект авторской группы под руководством Боссовой Людмилы Леонидовны, который предназначен для обучения в 5 и 6 классе, той же авторской группы для обучения детей в 7 и 9 классах. И это очень важно понимать, как выстроить курс, как подготовить и как правильно записать в программах. Но об этом, наверное, мы когда-нибудь еще встретимся, обязательно об этом поговорим. Или же у нас есть на авторских мастерских методические пособия, которые находятся в свободном доступе, где вы найдете необходимую вам информацию. Какие же еще УМК входят в перечень? Это учебно-методический комплекс под руководством Симакина. Ну, в настоящее время руководство приняло на себя Хенер Евгений Карлович, поэтому, выходя на сайт, вы увидите авторскую мастерскую, где возглавляет Евгений Карлович. Еще одно УМК знакомое, этот УМК авторской группы под руководством Угриновича Николая Дмитриевича. И еще одно новое УМК, которое пока не входит в действующий перечень, но, повторюсь, получилось все положительные заключения экспертиз и рекомендован к введению в перечень. Это авторская УМК под руководством авторской группы Полякова Константина Юрьевича. Ну что же нового в учебно-методических комплексах, что нового и что объединяет? Ну, прежде всего, в каждом УМК появился новый раздел – это робототехника. В каждом УМК разработаны новые разноуровневые практикоориентированные задания. Это очень важно. А главное, в каждом УМК есть задание специальное по подготовке школьников к итоговой аттестации. И разработана специальная пиктограмма в виде круга, и в круге такая галочка. Обращайте внимание, для чего нужно? Для того, чтобы дети могли и сами найти те задания, которые соответствуют заданиям КИМ. Ну, а говоря об урочном планировании, также могу сказать, что для каждого курса разработано урочное планирование как минимум 2 вариантов. Это по 1 часу в неделю, скажем, в 5, 6, 7, 8 и 9 классе, либо по 2 часа в неделю в 7, 8 и 9 классе. Посмотрите, ознакомьтесь. К каждому УМК разработано методическое пособие и урочное планирование, авторское урочное планирование, которое находится в свободном доступе. Ну что ж, давайте познакомимся более подробно с УМК Боссовой Людмилы Леонидовны. Ну вот обращаю ваше внимание, да, мы говорим новые, действительно, все наши УМК содержат новые разделы, о которых мы говорили, и на обложках уже не будет такой знак ВГОС. Если этот учебник входит в федеральный перечень, значит, конечно же, он соответствует всем нормативным
все нормативные базы соответствуют всем требованиям ВОЗ и примерным основным образовательным программам. Что же нового у Людмилы Леонидовны? Нужно сказать, что помимо учебников, рабочих тетрадей, методического пособия, авторских программ, появились и контрольные работы, контрольные самостоятельные работы для 5, 6, 7, 8 и 9 класса. Они уже есть в продаже. Их можно заказывать, если у вас не появились. Вы также можете всегда позвонить в нашу методическую службу, мне в частности, и, ну, по крайней мере, фрагментально я могу познакомить вас с этим пособием. Также разработана рабочая тетрадь, это практикум Кумир для 5-6 класса и практикум Scratch для 5-6 класса, где можно эти пособия использовать и как дополнительные пособия для дополнительного образования. Ну, вот, например, если мы посмотрим на модель параграфа, хорошо видно вот этот комплекс робототехники. Ну, Людмила Леонидовна предлагает вести этот курс в конструировании алгоритмов. И, конечно же, идет знакомство с исполнителем и, по крайней мере, вот такая косвенная подготовка к итоговой аттестации в том числе. Ну, конечно же, говоря о УМК, нужно отметить, что после каждого параграфа или главы есть и тесты, которые соответствуют КИМам. Говоря об УМК авторской группы под руководством Семакина, нужно отметить, что, конечно же, очень многие используют этот УМК, и в том числе потому, что здесь разработана и ведется, например, в рабочих тетрадях подготовка, в том числе к итоговой аттестации. Но не только. Это практикоориентированный курс. Хорошо используется и разработано электронное приложение по УМК. В настоящее время есть некоторые нюансы. И если вы используете электронное приложение и что-то у вас не получается, всегда можете написать в авторскую мастерскую, вам подскажут, как со своими трудностями справиться. Ну что же нового у семакинцев? Ну, во-первых, новая тетрадь, рабочая тетрадь в 2 частях. Раньше это было намного больше частей, но вот сейчас в 2 частях. Появилась самостоятельная контрольная работа, тоже как пособие. А вот в тематическом планировании, помимо ответов к этим самостоятельным и контрольным работам, есть еще и сценарии уроков. И даже если вы не используете это УМК, я думаю, вам будет полезно приобрести именно это пособие, так как без сценария урока, несмотря ни на что, все равно очень сложно даже построить технологическую карту. Ну, а говоря о рабочих тетрадях, видно, что появились и есть в рабочих тетрадях система граммы, которые помогут детям ориентироваться в материале. В рабочих тетрадях вся направлена на подготовку к итоговой аттестации. А если мы посмотрим учебно-методический комплект Угриновича Николая Дмитриевича, мы тоже увидим много нового. Ну, во-первых, это лабораторные журналы, предназначенные для 7, 8 и 9 класса. Это те лабораторные журналы, вернее, те лабораторные работы, которые не вошли в учебник. А учебник – это практикоориентированный, мультисистемный. И после каждого параграфа или главы обязательно есть лабораторные работы, практические работы. Ну и то, что не вошло в учебник, естественно, было принято решение создать такой вот пособие, как лабораторный журнал. Ну что же интересно и еще нового? Ну, во-первых, это тематические планирования и технологические карты уроков для каждой параллели, для 7, 8 и 9 класса, вот автора Цветковой и Кузнецовой. Конечно, технологическая карта очень важны, и не всегда правильно учителя могут их составлять. В методических пособиях вы, безусловно, найдете не только готовые карты, но и обязательно описание параграфов и какие образовательные результаты достигаются изучением того или иного параграфа или главы. Что еще нового? Это самостоятельные контрольные работы и методическое пособие для учителя с ответами к контрольным работам. То есть тоже очень важно. Я думаю, что если даже вы не работаете по этому УМК, данные пособия будут вам полезны в работе. Вернемся к этому УМК и к лабораторным журналам. Ну вот, например, на этой страничке хорошо видно этот практикум. Тут мы видим и цели, и
задачи и описание полностью работ. Поэтому также, я думаю, в вашей работе будет полезно. Ну и главное, что в свободном доступе на нашем сайте есть отчеты к лабораторным журналам. Это готовые контрольные работы. Ну, можно обратить внимание не только на 7-8 класс, но особенно на 9 класс. Ну, если вы работаете по этому УМК, вы знаете, что программирование, раздел программирования в этом УМК изучает Visual Basic, объектно-ориентированное программирование. Ну, для того, чтобы не было вот такой вот разницы, для того, чтобы дети имели возможность познакомиться и так популярным, как Паскаль, языком, то разработаны были в рабочих тетрадях и в лабораторных журналах в 9 классах задания по программированию в Паскаль. Я думаю, что это будет полезно, так как там систематизировано знание. Обязательно есть материал, который связан с теорией и, естественно, практика. Причем практика для индивидуального пользования, как вы видите, тетради, как вы видите. Я очень быстро буду проходить. Хочу показать, познакомить вас только вот с некоторыми элементами подготовки к ЕГЭ, потому что как раз вот, я думаю, вам будет это интересно. Вы увидите, что здесь и простые программы, причем в разных вариантах исполнения, и более сложные, которые тоже, в общем-то, я думаю, будут полезны детям при подготовке к экзамену. Мы говорим о новом УМК, да, оно действительно новое, это УМК авторской группы под руководством Полякова Константина Юрьевича. Ну, помимо учебников, методических пособий и программ, созданы еще и разработаны рабочие тетради в 2 частях для 7, 8 и 9 класса, и задачник. Это все те задачи, которые не вошли в учебник или которые специально были вынесены для отдельного использования. Ну, а говоря о модели параграфа, мы видим, что здесь учебники появились и хорошо проработанные иллюстрации, причем большинство иллюстраций созданы самим Поляковым Константином Юрьевичем. И если говорить о материалах и тех заданий, которые используются здесь, мы видим, это и более простые задания, которые направлены на повторение, закрепление пройденного материала, но и есть и расширение материала. Вот такая пиктограмма, вот тоже этот круг синий, только уже вот с плюсиком. И это круг пустой, где показывает, где заканчивается задание для углубленного изучения. Причем это в 7, 8 и 9 классах. Ну, вот рабочая тетрадь, мы видим, она тоже есть навигационная система, которая позволит выстроить работу не только учителю, но и детям. Ну, я очень быстро прокручу, остановлюсь на робототехническом комплексе. Константин Юрьевич использует робототехнику, эту тему в 8 классе, причем, обратите внимание, глава номер 1. Конечно, такой прямой привязки к Лего нет, однако же мы видим по картинкам, то идет знакомство с Lego Education, с роботами, с датчиками различными. И причем даже дети, которые не занимаются робототехникой, имеют возможность во время уроков познакомиться с этим комплектом. Ну, пожалуйста, также расширяющие материалы, если есть резерв. Ну, наверное, когда-нибудь у нас еще будет целая серия, мы будем говорить о современном уроке, как построить, как найти в столь маленьком количестве времени, отведенном на информатику, еще и резервное время для изучения углубленной информатики. Но это уже позже. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, посмотрите, есть и параграфы, которые позволяют более углубленно изучать даже такую тему. Ну и, конечно же, много ссылок идет на тренажеры по робототехнике, которые немногие знают. Я думаю, что если вам будет интересно, то я смогу подсказать и это. Ну, что же является новым проектом? Ну, конечно же, сейчас, в настоящее время, невозможно представить основную школу без таких пособий, как робототехника. Ну, собственно говоря, разработано новое пособие робототехника. Это техника Копоса, робототехника Копоса, предназначенная для знакомства с Лего. Это 5, 6, 7 и 8 классы. Ну, конечно же, по робототехнике разработано еще на платформе Arduino. Также пособие Копосова, это робототехника 9 класс. И, собственно говоря,
Здесь, конечно, можно использовать и во время уроков, но вот такая пиктограмма стоит: неурочная деятельность, можно разработать целый курс, робототехника 9 класс, и есть примерные программы. Еще одно интересное пособие, тоже Копосова Дениса Геннадьевича, это 3D-моделирование, также целый курс, 7-8 класс. Здесь не только идет речь о моделировании, в том числе и 3D, а развитии навыков программирования, предметных и математических умений. Ну, как вы видите, здесь, вот говоря вот в общем о УМК, связанной с основной школой, нужно говорить, что э, что вот все вот то, что, о чем мы говорим, влечет за собой в первую очередь необходимость постановки вот целевых ориентиров детям. И только потом уже выбирать тот курс, который нужно, и те учебники. То есть, ну, нашим издательством, авторскими группами, конечно, подготовлены различные варианты выстраивания, в том числе и с опорой на инженерное образование. Главное не спешить, посмотреть, правильно ли вы выбрали, подобрали ли вы те учебники, которые вам действительно пригодятся. И только после этого можно этот ОМК использовать ученикам, ну, которые, собственно говоря, может быть, изучали информатику в начальной школе, или же в предмет школьника приступили только вот в основной школе. То есть здесь нужно очень внимательно просмотреть, какой курс, насколько он сложный, стоит ли какие-то дополнительные давать УМК или какие-то дополнительные материалы. Ну, говоря об уже старшей школе, среднем общем образовании, нужно отметить, что здесь, конечно, курс является, ну, завершающим этапом непрерывной подготовки школьников в области информатики и ИКТ и предполагает изучение этого курса как на базовом, так и на углубленном уровне. А главное, что вот результаты этого базового курса изучения предмета ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность. А вот уже те навыки, которые предполагаются изучению углубленном уровне, здесь и те базовые ориентиры также изучаются. Ну и появляется, ну, можно сказать, как правило, инвариантная часть обучения информатике уже в высших образовательных организациях, то есть специалистов при подготовке специалистов IT. Что же нового? Вот если мы возвращаемся к нашему УМК и говорим об УМК по информатике для среднего общего образования, полного образования. Ну, если это базовый уровень, то, конечно же, и здесь подчеркнуто, в обязательном порядке изучается алгоритм и элементы программирования. Если это углубленный уровень, появились и такие разделы, как 3D-моделирование, системы искусственного интеллекта и машинное обучение. Во всех наших УМК можно найти все эти разделы. Ну, говоря о том, как формируется и каким образом осуществляется преподавание, тут нужно отметить, что вот есть в зависимости от профиля обучения и выстраивается и этот курс. Либо это 1 или 2 часа в неделю, либо это 4 часа в неделю. И это, как правило, технологический профиль обучения. Здесь, конечно, информатика изучается на углубленном уровне. Итак, какие же УМК в настоящее время входят в федеральный перечень? Ну, во-первых, это УМК Полякова Константина Юрьевича, Евгения Александровича, это УМК 10-11 класс, углубленный уровень. Также Семакина Игоря Григорьевича, это углубленный уровень. И базовый уровень, это еще один УМК. Также в федеральный перечень входит учебно-методический комплект под руководством Самылкиной Надежды Николаевны, который предполагает обучение информатике на углубленном уровне. В настоящее время подготовлены и прошли экспертизы
новые учебники, новые МК. Это учебники Босовой Людмилы Леонидовны, которые предполагают обучение информатике в 10-11 классе на базовом уровне. Это учебники базовый и углубленный уровень. Обратите внимание, новый учебник Полякова Константина Юрьевича. Это новый учебник Гуриновича Николая Дмитриевича, который предполагает обучение информатике на базовом уровне в 10-11 классе. И еще один УМК известных авторов, это Макарова Наталья Владимировна. УМК предполагает обучение информатике в 10-11 классе на базовом уровне. Нужно сказать, что у этих УМК реализованы такие принципы, как сквозная линия программирования, и вне зависимости от того, изучается ли на базовом, на углубленном уровне информатика, в любом случае есть задания, обеспечивая подготовку детей к единому государственному экзамену по информатике. Ну что ж, очень быстро, времени, я смотрю, уже совсем мало остается. Итак, если мы говорим об учебнике Угриновича, хочу отметить то, что здесь продолжается программирование в объектно-ориентированной среде, это и Visual Basic, и Delphi. И, однако же, есть при разработке тех или иных продуктов есть и ссылка на более простые языки, ну, скажем, на те, которые изучались в основной школе. Также примеры решения типовых заданий, очень интересные варианты. Я думаю, что учителям будет интересно посмотреть, как можно, например, выполнить то или иное действие, например, вот эта задача здесь рассмотрена, либо какие-то примеры. Обратите внимание, до 7 разобранных примеров в теле учебника. Это важно. И, конечно, в системе вопросов и заданий также предложено множество вариантов. Ну, вот так вот. Еще один слайд, который показывает, какие предполагаются задания. Говоря о учебно-методическом комплексе Симакина, нужно отметить, что есть комплексы для базового уровня и для углубленного. Если это базовый уровень, то очень много ссылок идет на задачник практикум в 2 частях, в 2 томах под редакцией Симакина и Хеннера. Очень мало кто использует, и я вот бываю в регионах и вижу, сталкиваюсь с тем, что даже не знаю, что существует такой практикум. У нас такой практикум есть, если вам это видно, вот он так вот видно, практикум информатика. Здесь хорошо иллюстрированные задания, задания более 20, и есть и теоретический материал. Это тоже очень важно. Ну, а говоря о самой модели параграфа, конечно, здесь видно о том, что авторы поработали, и много справочных материалов. Есть задания разноуровневые, уровень 1, уровень 2, уровень 3, которые требуют специальной даже подготовки детей, или вот эти дети, которые мотивированы к изучению информатики. Говоря про углубленный уровень, также помимо основных компонентов, это методических пособий и учебника, есть еще и углубленный уровень практикум для 10-11 классов. А в учебнике, в параграфе, есть и множество ссылок на это пособие. Ну, например, вот в таком вот разделе программирования, вот это вот пособие, есть ссылка. Задание 1, уровень 1, задание, например, 3, уровень 3, то есть разного уровня практикоориентированные задания. Что же касается новых проектов, к ним относится, как я уже говорила, учебник Макаровой Натальи Владимировны. Нужно отметить, что этот учебник также практикоориентированный, много заданий, которые углубляют и расширяют содержание, много заданий способствуют детей самим искать какие-то задания, отрабатывать, находить решения на практике, например, используя компьютер или какое-то программное обеспечение, ну, скажем, тоже на компьютере. Разобраны хорошо типовые задачи. Есть задачи для самостоятельной работы, которая специально выделена спектрограммами, как вы видите. Ну и, конечно же, во всей системе вопросов и заданий есть расширение этого курса. Ну вот, например, мы видим странички этого учебника. Говоря об следующем УМК, мы будем говорить о базовом углубленном уровне авторов Полякова и Еремина учебника, нужно отметить, что здесь
В этом учебнике очень много ссылок на компьютерный практикум, который находится на сайте Константина Юрьевича и его авторской мастерской. И есть также специальные пособий, вот методических пособий учителей программы старшей школы, где подробно рассказано, как работать с этим учебником. Ну, могу сказать, что в этом учебнике существует 4 вида планирования. Остановлюсь очень быстро. Ну, если это базовый уровень, вы выбираете работу по этому учебнику на базовом уровне, то существует 3 варианта планирования. Это базовый курс в объеме 68 часов, то есть по 1 часу в неделю. Это второй вариант, это расширенный базовый курс в объеме 136 часов, учебных часов, то есть это по 2 часа в неделю в 10-11 классах. И третий вариант, он называется расширенный курс с углубленным изучением программирования в объеме 136 учебных часов, то есть тоже по 2 часа. А если мы говорим про углубленный уровень по этому учебнику, здесь только существует один вариант, это углубленный курс в объеме 272 учебных часов, то есть по 4 часа в неделю в 10-11 классе. Ну, очень много вопросов мне так задают и говорят, а вот можно ли использовать, скажем, учебник на углубленном уровне, но для базового изучения? Ну, это скорее вопрос, наверное, не к нашему издательству, это к вашему организаторам, вашей школе. Например, если это разрешается, если это принято, то, конечно, это можно использовать. Ну, я думаю, что вот такого рода вопросы, ну, возникают скорее вот от незнания нормативной базы в том числе. Поэтому я вот еще раз вам хочу сказать, конечно, очень внимательно выбирая тот или иной курс, смотрите, что предлагают, какие варианты, и тогда уже в зависимости от этого выбирайте и строите свое планирование. Ну, а продолжая работу, вам нужно сказать, что углубление материала, расширение вы увидите специальную пиктограмму, тоже которая в этом учебнике используется. Ну, вот, например, еще одно интересное у Константина Юрьевича, вот такой элемент учебника – это интеллект-карты. Ну, если в 7-8 классе, в 9 предлагается работа по готовым интеллект-картам, где вы видите причинно-следственные связи в том числе, то уже в старших классах есть задания, предполагающие составление самими детьми вот этих интеллект-карт. Ну, от себя, как от учителя, могу сказать, что начиная работу с детьми, изучая тот или иной материал, или вновь, или повторение, конечно же, я предполагаю и в том числе эти интеллект-карты изучать детям. Ну, говоря о Босовой Людмиле Леонидовне и ее УМК, нужно отметить, что, конечно, предполагает изучение информатики на базовом уровне, однако же появляются задания, которые обеспечивают подготовку детей к итоговой аттестации, в том числе, ну вот, например, на этих слайдах вы хорошо видите в рубрике расширения курса информатики задания, соответствующие заданиям КИМ. Ну что же нового? Ну, новое – это инженерно-техническая подготовка школьников как для основного и среднего образования. Например, вот если мы говорим об УМК Босовой Людмилы Леонидовны, появились новые компоненты, это самостоятельные контрольные работы по подготовке к итоговой аттестации для 10 и 11 классов. Они уже есть в продаже, и вы можете с ними более подробно познакомиться. Еще одно интересное, я бы сказала, уникальное в своем роде пособие. Это пособие для 7, 8, 9, 10, 11 класса. Называется оно «Задачник по моделированию». То есть здесь вы можете найти возможные различного уровня задания, которые касаются моделирования. Мы помним, что даже эта рубрика моделирования в наших задачниках проходит и через программирование в том числе. Что же еще нового? Ну, появились новые пособия. Эти пособия как раз вот тоже Копосова и Полякова. Ну вот Полякова Константина Юрьевича пособие – это программирование на современных языках высокого уровня, например, на Python и C++, причем это в 4 частях. Использовать можно как на уроках информатики, так и самостоятельный курс, то есть часть учебного плана. Вот, в неурочной деятельности в виде дополнительных каких-то заданий. И уже познакомиться с этими пособиями вы можете на сайте, где и расположено
рабочая программа к этому курсу. Еще интересное пособие – это веб-дизайн, причем двухуровневый, также, который, собственно, может использование и в неурочной деятельности, и в дополнительном образовании. Это уровень 1 для 8-9 класса веб-дизайн и уровень 2 для 10-11 класса. Ну, есть авторская примерная программа в том числе. Автор жемчугов, вот не написано на этом слайде, вы можете себе пометить. Автор жемчугов. Вот так выглядит этот учебничек. И если полистать, мы видим, что здесь множество заданий разобраны и специально выделены части тела, на которые нужно более внимательно обратить внимание, записаны листинги программ и так далее. Ну что ж, на этом вот так вот, как могла, кратко попыталась рассказать о нашем УМК. Конечно же, это очень кратко, и я надеюсь, что и в дальнейшем будет возможность нам с вами еще раз встретиться, и тогда мы уже поговорим более предметно, скажем, по каждому УМК конкретно. На этом, да, большое спасибо. Спасибо, Елена Борисовна, за такой, можно сказать, подробный рассказ. Елена Борисовна, возник вопрос, сомнения учителей в чате. Поляков входит разве в перечень? 7, 9, 10, 11 базовый? Значит, 9, 10, я говорила, в 9, 10, 8, 7, 8, 9 класс в перечень не входит. Вот, в перечень не входит, а что касается 10-11 класса, на углубленном уровне входит в перечень. Ага, а базовый? А вот базовый пока нет, только рекомендую. Одобрены или нет они? Конечно, все одобрены, но ждем перечни, не знаем, тут только можем, да, знаем, что все буквально, о которых я говорила УМК, специально включила в презентацию только те УМК, которые прошли экспертизу. Спасибо. Коллеги, прошу в чате откликнуться, вот по каким УМК вы работаете. И вот представители Бинома предлагают нам провести там серию семинаров, в том числе в очной форме, по работе с этими УМК. Наверное, и конструирование урока. Да, Елена Борисовна? Да, вот интересный очень получается семинар именно по конструированию урока, потому что мы предлагаем разработку урока по ВГОС. И мало того, что мы рассматриваем и составляем технологические карты урока, разбираем эти уроки, и вот все типологии уроков разбираются, и каждый урок строится по каждому типу урока. То есть, коллеги, можете мне на почту или можете сейчас в чате откликнуться, какие бы вопросы хотели бы вы, чтобы были озвучены. А кого-нибудь из авторов есть возможность? Вот Босова у нас была уже, а еще кого-нибудь можно? Да, вот, собственно говоря, мы готовы, все наши авторы с удовольствием откликнутся. А заявочку там за какой промежуток времени подавать? Потому что наверняка у них там все расписано. Ну, я думаю, что за месяц можно посмотреть, что можно есть согласовать будет, да? Да, конечно. Хорошо, ладно. Значит, мы будем на вас ориентироваться. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго, удачи вам. Спасибо большое, до свидания. Коллеги, мы продолжаем работать и переходим ко второму блоку. Уже 2 месяца учебных пролетело, мы их не заметили практически. А на носу новые у нас уже государственные испытания, это ОГЭ и ЕГЭ. А вот по итогам того, что у нас прошло в этом году, каким образом дети справились с заданиями, экзаменационными заданиями, я предоставляю слово сейчас Гусаровой Любови Ивановне, председателю ОГЭ по информатике Республики Коми, учителю информатики школы номер 21 города Сыктывкар. Нет. Да? Можно было держать. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буквально в нескольких не задержу долго, потому что я думаю, что каждый из вас, в принципе, уже знаком с отчетом по результатам основного государственного экзамена. Каждый из вас проанализировал результаты конкретно в своем регионе, в своей школе. Поэтому
наверное, у каждого из вас свои цифры. Я просто хочу познакомить вас с общими такими моментами, на которые, может быть, стоит обратить внимание непосредственно при подготовке к экзамену следующего года. Ну, во-первых, надо сказать, что экзамен информатика в 9 классе выбирают очень много ребят. Практически статистика говорит о том, что в 2018 году, ну, в общем, у нас ежегодно идет увеличение количества сдающих. Вот в 2018 году сдавало более 3000 участников экзамен по информатике. К сожалению, вот количество, оно не настолько переходит в качество. Потому что отчасти, наверное, ребята выбирают этот экзамен, потому что им кажется, что все легко и просто. Судя по тому, что часов по информатике мало, а экзамены какие-то нужно им выбирать все равно, поэтому получается, что они экзамен вот выбирают, в частности, информатику многие. Поэтому в этом отношении, мне кажется, прежде всего необходимо нам как можно раньше составить список, составить вот этот потенциальный, как говорится, у нас количество и список ребят, которые собираются сдавать на будущий год, с тем, чтобы начинать конкретную подготовку. Надо сказать, что вот и сейчас выступающая говорила о том, что у нас масса материалов, у нас масса различных сайтов для подготовки. И сложностей с подбором заданий, сложностей с подготовкой, я думаю, что особо у вас нет. Тем более в 9 классе задания, в общем-то, достаточно пассивные. У нас много заданий базового уровня. Проблема их невыполнения, как нам кажется, основная проблема, это, конечно, низкие вычислительные навыки. Поскольку очень плохо просто-напросто считают ребята. Второй момент – плохо читают. Отчасти это тоже у нас проблема, когда, вы знаете, есть задание, например, где требуется указать просто количество единиц в двоичном коде, а ребята пишут целиком переводят число в двоичную систему исчисления, записывают его целиком, но на этом, соответственно, теряя баллы. Поэтому в данном случае стоит обратить внимание на прочтение заданий, обращать внимание на вот эти конкретные нюансы, которые могут возникать при записи ответов по информатике 9 класса. Может быть, стоит планировать при подготовке, а может быть и в рамках самих уроков, делать разные формулировки, что спрашивается в ответе, чтобы они просто были более внимательны при записи, при выборе вот непосредственно ответов. Соответственно, значит, надо сказать, что в принципе средний балл у нас получился чуть ниже 4, но тем не менее есть и неудовлетворительные оценки. Типичными являются вопросы представления чисел, чаще всего неправильные или частично выполненные расчеты. И что касается первой части, она, конечно, более детальна, она более объемна. Ко второй части многие ребята приступают, но такое впечатление, что о них не отработаны. Особенно вот кумир, кажется, что все легко и просто, а в результате очень часто бывает так, что не срабатывает программа. Хотя надо сказать, что в этом году количество заданий, количество работ именно по кумиру стало значительно больше. Ребята с большим интересом, наверное, проявляют интерес сегодня и к робототехнике. Может быть, и это связано с тем, что задание 20 выбирают не программирование в какой-то среде, а вот кумир, робототехнику. Им кажется, что все это для них достаточно просто. Что бы мне хотелось рекомендовать в школе,
вот эту среду, кумир, наверное, иметь и более детально с ними, может быть, прорабатывать. Если есть возможность, если позволяет время, то тогда, когда идет изучение программирования в курсе, у кого, в 9 классе сегодня обычно, у каждого свое календарно-тематическое планирование. Может быть, есть смысл там несколько уроков дать на кумир, чтобы они понимали, в чем принципиальная разница между с разными средами, потому что иногда бывает так, что они немножко теряются и не до конца, опять же, внимательно читают те команды, которыми можно пользоваться. Поэтому отрабатывать вот эти алгоритмические структуры непосредственно к сдаче ЕГЭ надо. А что касается конкретно по заданиям, то немного, так сказать, низковато у нас выполняются задания по Excel, хотя вроде бы Excel мы все изучаем, но вот это большое количество, сортировка у них почему-то достаточно сложно идет. Поэтому еще и еще раз хотелось бы рекомендовать производить не только вычисления, но и применять фильтрацию на достаточно большом количестве данных. Когда мы во время урока показываем сначала небольшую таблицу, может быть, тут же есть смысл для тех, кто собирается сдавать экзамен, рекомендовать именно большое количество данных, при этом показать, что работают они точно так же, как и на маленьких таблицах, что главное правильно записать формулу, и будет работать независимо от того, там 5 строчек в таблице или 950. Поэтому на это, может быть, стоит обратить внимание. Из серии проблем каких-то таких, наверное, я бы отметила это задачи на вычисление. Опять же, сами задачи, они не сложные, на вычисление определения скорости передачи информации. Проблема именно в том, что плохо считают, наверное. Поэтому еще и еще раз стоит обратить внимание на единицы измерения информации, на вот эти самые простые формулы. У нас их не так много в курсе информатики, поэтому, наверное, просто еще и еще раз тренироваться. А кого интересуют конкретные цифры и факты, я уж не стану сейчас, во-первых, на слух, наверное, сложно их воспринимать. На сайте РИЦОКа есть опубликованные отчеты, там вы можете посмотреть конкретные цифры и сравнить цифры конкретно вашей работы с данными по региону, и, в принципе, наверное, по стране. Еще раз желаю всем удачи, готовьтесь, мы будем вас ждать и надеемся, что наши результаты следующего года будут только выше. Всего доброго. Есть вопросы? Коллеги, есть ли вопросы, можно задать в чате. Может быть, потом, если появятся. Добрый день, уважаемые коллеги. Зовут меня Александр Васильевич Бурягин, председатель комиссии по проверке ЕГЭ. Тоже кратенько немножко по итогам проведения ЕГЭ в том году. Опять же, можно ознакомиться более подробно с данными либо на сайте РИЦОКа, либо на сайте ФИП, если говорить про уровень по России. Некоторые основные моменты и выкладки. Во-первых, как было сказано ранее, проблемы основные те же самые, что и, как ни странно, в ОГЭ. Не совсем внимательное прочтение, несоблюдение, скажем, формы ответа и формы вопроса. И, как показывает практика, тоже считать и читать даже в 11 классе не очень хорошо умеют. Поэтому на это надо обращать внимание. Если говорить про конкретные разделы курса, которые вызывают больше всего проблем, это традиционно, кстати, основы алгебры логики и, соответственно, программирование. Скорее всего, это связано с двумя моментами. Первый раздел основы алгебры логики проходится, как правило, в 8-9 классе.
и, скорее всего, просто забывается, его надо повторять перед экзаменом. Второй момент – это алгоритмизация программирования. Ну, не секрет, что у нас во многих учебных заведениях часов достаточно немного, и на программирование остается совсем мало времени. И эта тема, если рассматривается, то достаточно кратенько. Вот. Что касается общего результата, результат немножко стал лучше. Если раньше был процент выполнения в 2017 году 54, то сейчас 58. То есть, скорее всего, это связано с тем, что структура заданий, даже формулировок некоторых заданий не менялись последний год, даже некоторые 2-3 года. Скорее всего, те, кто действительно серьезно собирается сдавать экзамен, готовится прорешивать предыдущие задания предыдущих лет, тем самым подготовка, в принципе, на должном уровне. Если же говорить про задания, именно конкретные задания экзамена, то можно отметить следующий момент. Основные проблемы вызывают задания, конечно же, повышенного и высокого уровня, и те задания, которые требуют каких-то, так скажем, знаний точных, знания формул и так далее. По конкретным заданиям. Задание номер 9. Умение определять скорость передачи информации, хранение звуковой, графической информации и так далее. Процент не самый большой, хотя это задание базового уровня. Скорее всего, опять же, связано это с тем, что нужно знать формулу, хотя, как уже было сказано ранее, формул в информатике у нас не так много. Может быть, связано это с тем, что не совсем хорошо умеют считать. Тут можно посоветовать, наверное, один такой момент: стараться записывать вычисления в одну формулу, чтобы можно было сокращать, выделять степени двойки и так далее. Потому что если считать то, что называется по-честному, по действиям, получается иногда очень страшные результаты. То есть лучше записать в одну формулу и сокращать как можно больше. Затем задание, которое чем-то похоже, измерение количества информации, выполняется лучше. Скорее всего, потому что там применяется стандартная формула n равно 2 в степени i, и никаких дополнительных умозаключений не надо делать, просто подставляем, считаем и все. Следующее задание, которое вызвало некоторые сложности, это задание номер 11, умение использовать рекурсивный алгоритм. Здесь основная проблема с тем, что учащиеся не совсем корректно умеют определять точку входа и выхода из рекурсии. И по большому счету получают просто неверный порядок выходных данных. Следующее задание, которое вызвало достаточно много затруднений, задание номер 18. Знание основных понятий законов мат-логики. Процент этого задания, процент выполнения задания по сравнению с тем годом просел, но это связано, скорее всего, с тем, что формулировка задания немножко изменилась. Хотя, опять же, принципиально ничего нового не появилось, но, однако, задание просело. Следующее задание, которое вызвало достаточно много проблем и имеет практически чуть ли не самый низкий процент выполнения, задание номер 20. Анализ алгоритма, содержащего цикл уветвления. На самом деле сложность задания в том, что необходимо определить входные данные при указанных выходных данных. То есть если речь идет о других заданиях, где надо просто подставлять, считать, то есть сделать ручную трассировку, то, как правило, с ним справляются хорошо. Здесь же нужно достаточно детально и глубоко анализировать программу и понять, какие должны быть входные данные для нужных выходных. Но с глубоким анализом тут немножко проблематично, видимо. И задание в антирейтинге, скажем так, на втором месте, 18% выполнения. Дальше, задание номер 21. Умение анализировать программу с процедурами и функциями тоже вызывает некоторые трудности. Кроме того, здесь трудности скорее вызваны именно метапредметными связями, потому как задание, если правильно его прочитать и осознать, сводится просто к нахождению минимум-максимума какой-то функции. Последние годы эта функция чуть усложнилась, там с модулями появилось, и биквадратные какие-то уравнения, но все равно это сводится к решению математической задачи, и, к сожалению, это задание немножко подкачало, хотя это продвинутый тоже уровень, всего 33%, что не так уж высоко. 22 задание, тоже немногим выше, умение анализировать результаты исполнения алгоритма. Напомню, задание повышенного уровня заключается в том, что нужно посчитать количество программ, которые из одного числа получают другое заданным количеством операций.
опять же, скорее всего, низкий уровень связан с тем, что задание, то, что называется, в лоб, решается крайне сложно, хотя можно его так решить, он долго решается таким образом. Нужно использовать некий, ну, так скажем, специальный алгоритм, который надо просто знать. То есть, например, динамически пересчитывать таблицу. Притом неважно в каком направлении, там несколько алгоритмов. То есть, если не знать какой-то такой более-менее стандартный алгоритм, то это вызывает, естественно, сложности, ну и показатель всего 40%. Что касается 23-го задания, как раз тоже достаточно традиционно провальное задание, это умение строить и преобразовывать логические выражения. Система логических уравнений. Для решения этого задания, как правило, нужно знать специальные методы. Например, метод отображения, один из самых простых. В том году как раз задания, по крайней мере в коме, все варианты, которые были, легко решались методом отображения. И, скорее всего, именно поэтому процент по этому заданию вырос. Но он по-прежнему остается низким, порядка 20%. Многие к этому заданию вообще в принципе не приступают. Ну и вторая часть, задания с 24 по 27, повышенный высокий уровень. В связи с этим процент не сильно высокий. Опять же, большая часть задания это программирование, умение написать сравнительно короткую 10-15 строк программу и более сложную в 30-50 строк со знанием каких-то стандартных и не сильно стандартных алгоритмов. Соответственно, 36 и 11%. Вот. Это касается общих результатов по России. Результаты по республике примерно такие же. Процент по республике немного выше. Число участников по республике выросло. Незначительно, но выросло. При этом выросло также количество людей, которые не сдало. Но тут скорее в рамках погрешности. И увеличилась группа, которая набрала за 60 баллов. Эта группа принципиально важна. Больше 61%, тоже процент в этой группе вырос. Ну, в принципе, все. То есть, опять же, хотелось бы пожелать, чтобы те, кто собирается действительно сдавать экзамен, с одной стороны, не обольщались тем, что ОГЭ, как правило, сдается сравнительно легко по информатике. Все-таки готовиться надо, но хотелось бы предупредить, что нарешивание не должно превращаться в натаскивание на конкретные задания, потому что, вот опять же, 18 задание показало, что небольшое изменение формулировки сразу дало проседание баллов, то есть, скорее всего, 18 задание на конкретное было натаскивание, и как только немножко изменилась формулировка, задание просело. Вот. Кроме того, опять же, если анализировать более детально результаты, можно сказать следующее, что те задания, которые требуют требуют применения стандартных алгоритмов, они решаются хорошо. Например, задание номер 2 с таблицей вместимости, просто построить таблицу, результат достаточно высокий, больше 61 больше процентов. Если говорить про задание номер 18 и 23, то, соответственно, чем более детально надо анализировать и знать какие-то отдельные методы, тем сложнее выполняется задание. Вот, поэтому, учитывая то, что структура задания и в 2019 году по, собственно, информации FIPI меняться принципиально не будет, есть смысл прорешивать, во-первых, задания предыдущих лет. Это демо-варианты, которые есть и в широком ассортименте в интернете, в том числе на сайте FIPI, и те задания, которые предоставляет Статград. Они, как показывает практика, достаточно близки к тому, что может быть на экзамене. Особенно есть смысл, наверное, обратить внимание на первую и последнюю работу, потому что традиционно как-то посложнее, для того, чтобы учащиеся имели представление о том, что это не так, что пришли не готовя, сдали на отлично и молодцы. Да? То есть здесь уровень заданий, чтобы примерно хотя бы понимали. Так, у меня в принципе все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Либо сейчас, либо если они появятся чуть позже. Так, пока вопросов нет. Если вопросы появятся, я на них чуть позже отвечу. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, продолжаем нашу работу. У нас на носу предстоят олимпиадные мероприятия. Это муниципальный этап. Сейчас проходит, наверное, в муниципалитетах школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. И предстоит нам муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. И вот в плане подготовки, чисто информационно сегодня, 17 ноября мы планируем провести вебинар, как раз где уже можно будет более конкретно, более подробно остановиться
на том, как будет проходить, в какой системе и в том числе по пробным каким-то задачам. Включаем видео. К сожалению, представители, кто должен был более-менее так подробно, не смогли сегодня присутствовать, поэтому видео. Если будут вопросы, то на 17 число мы откладываем все эти вопросы. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Меня зовут Котелина Надежда Олеговна. В этом году я вместе с Поповой Ниной Константиновной готовили задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по программированию, который пройдет 24 ноября. В этом году решено было использовать систему Яндекс.Контест, которая является довольно популярной в последние годы, используется уже многими регионами для проведения региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. И в этом году мы также решили ее использовать для муниципального этапа, поскольку она обладает достаточно большими преимуществами. Пользоваться этой системой очень легко. Многие из вас уже с ней знакомы. Те, у кого ученики проходили на региональный этап в прошлом году, и вам будет несложно освежить свои умения. Чтобы пользоваться Яндекс.Контест, можно, например, зайти на страничку пробного тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ссылке contest.yandex.ru, contest 999, Enter. Это соревнование, которое подготовлено было для регионального этапа. Здесь регистрация является открытой. Вам нужно зайти, используя данные из любого вашего аккаунта, ну, например, вот я зашла в пробный тур, и я сразу же могу решать задачи, отсылать их и тестировать систему, так скажем. Вот самая простая задача — сумма. Заданы два целых числа А и Б, требуется написать программу, которая вычисляет их сумму. Для того, чтобы отправить решение задачи, нужно выбрать компилятор. Как вы видите, здесь присутствуют компиляторы C, C++, наиболее популярные, используемые это Python 2.7, Python 3.2, а также FreePascal и Pascal ABC. Таким образом, мы можем набирать решение прямо в окне, либо мы можем решение отправлять в виде файла с соответствующим кодом. Вот. Ну, я выберу «Набрать здесь» и отправлю это решение на проверку. В списке посылок мы видим вердикт. Вердикт нашей последней посылки «Ок». Кроме этого, у вас могут возникнуть различные ошибки. Ну, вы видите, за «Ок», значит, сразу количество баллов, которое нам было начислено, это 100. Если у вас возникла ошибка, то вы можете посмотреть ее в списке значений ошибок, который включает в себя наиболее часто встречающиеся ошибки. Это, например, compilation error, ошибка компиляции, wrong answer, presentation error, time limit exceeded, memory limit exceeded. То есть все наиболее распространенные ошибки по времени, ограничения, когда превышены по памяти и так далее, runtime error и другие. Итак, таким образом мы с вами рассмотрели, как использовать систему Яндекс.Контест. Давайте посмотрим, например, на монитор
республиканского этапа 2018. Вы видите, что здесь монитор у нас включает результаты соревнования. Каждая из задач оценивается в максимум 100 баллов. Также будет и на муниципальном этапе. У нас будет 5 задач для 7-8 классов и 5 задач для 9-11 классов. Оценка баллов будет максимум 100, оценка будет по лучшей попытке проводиться. Вот. Каждый участник может сделать максимум 100 попыток, и из этих попыток будет оценена лучшая. Так, теперь на этом, наверное, наше предварительное знакомство с системой Яндекс.Контест можно считать законченным. Надеюсь, что у вас получится порешать задачи и познакомиться с ней поближе. Спасибо за внимание. Коллеги, это была Котелина Надежда Олеговна. В этом году она занимается разработкой заданий для муниципального уровня. Если у кого-то какие-то вопросы возникли, напишите мне, я вышлю вам ее контакты. А так, 17 ноября, ориентировочно, по-моему, в 14 или в 14:30 часов, 30 минут, состоится вебинар по подготовке к муниципальному этапу Олимпиады, Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. В том числе и там будет рассказано, как попробовать прорешать, зарегистрироваться и прорешать тестовые задачи. Коллеги, мы движемся дальше, и у нас практический блок. К сожалению, было заявлено несколько муниципалитетов, но только вот выступающие откликнулись. Гимназия, лицей, школа номер 10 города Инты, Беспалько Наркас Талгатовна. Ну и она сама сейчас расскажет о том опыте, который есть в Инте у нас. Подключаемся. Коллеги, пока идет подключение, призываю вас еще активнее участвовать. У нас есть возможность дистанционного участия. Не дождалась, что ли? Есть? Алло? Да. Наркас Талгатовна, добрый вечер. Мы предоставляем вам слово. Сейчас, секундочку. Мы вас слышим, видим, все нормально. Сейчас звук отключаю. Угу. Все? Да, пожалуйста. Здравствуйте, добрый всем день. Я учитель информатики школы номер 10 города Инты и хочу сегодня поделиться с вами нашим опытом работы по применению веб-квестов. В нашей школе вот уже 7-й раз открылся фестиваль «Созвездие наук». В рамках этого фестиваля проходят различные мероприятия по месяцам. Это месяц английского языка, месяц русского языка, литературы, ну и месяц естествознания, конечно же, месяц точных наук. Мы его называем месяц МИФ – математика, информатика, физика. В течение месяца в школе проходят мероприятия для учащихся с 5 по 11 классы. Но на городской уровень выходить с мероприятиями довольно-таки сложно, да и подобрать интересные конкурсы с каждым годом все труднее. Мы подумали и решили призвать на помощь интернет. Причем сразу с нескольких точек зрения. Как площадку для проведения конкурсов, как инструмент для подготовки заданий и как средство сбора результатов конкурса. В последнее время стали входить в моду всевозможные квесты. Это могут быть квесты путешествия, квесты головоломки, квесты приключения. Квесты бывают живые и виртуальные. Мы тоже не стали отходить от модного направления и придумали веб-квест МИФ математика, информатика, физика. Разработали положение и приступили к реализации самого конкурса. В плане нужно сделать следующее. Нужно было создать сайт,
придумать задания, сделать эти задания интерактивными, ну и создать форму для сбора результатов. Целью веб-квеста является развитие интереса учащихся к изучению математики и физики, повышение уровня учащихся информационной культуры, развитие коммуникативных навыков. Задачи квеста – это развитие у школьников интереса к точным наукам, математике, информатике, физике, повышение познавательного интереса и расширение знаний по предметам математического цикла, формирование творческих способностей, логического мышления, рациональных способов решения задач, ну и, конечно же, развитие смекалки, развитие кругозора учащихся. Мы также разработали требования к участникам квеста. К ним стали относиться задания квеста, выполняются участниками самостоятельно, индивидуально, но их можно выполнять в любом порядке. Выполнив все задания, участники должны были заполнить бланк отчета, форма которого размещена на сайте квеста. В бланке отчета необходимо было заполнить анкету, ввести ответы на задания. Ну и в конце заполненной формы бланка нужно было нажать на кнопочку «Отправить». Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования всех баллов по всем заданиям. Для реализации наших планов мы решили использовать самые доступные средства. Это сервисы Google и конструктор интерактивных модулей LearningCapps. С помощью продукта Google Сайты был создан сайт веб-квеста «Миф». На сайте размещены положения квеста, задания, страницы с обратной связью, где все желающие могли оставить свои отзывы. Интерактивные задания, которые размещены на сайте, были выполнены с помощью LearningCapps, который является приложением Web 2.0 и используется для поддержания обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. Все существующие модули можно изменять или создавать их в оперативном режиме, то есть в режиме подключения к интернету. Модули являются общедоступными, и они легко встраиваются в страницы сайта. Задания в квесте были продуманы таким образом, что, решив задачу с помощью интерактивного модуля, участнику нужно дополнительно ответить на вопрос или выполнить еще какое-то дополнительное задание с полученными результатами по заданию. Все ответы участники вносили в бланк отчета, который сконструирован в форме Google. Ну, вот сейчас на экране представлено одно задание по информатике. Это задание в виде пазла. Нужно было... Наргиз Талгатовна, не видно этого презентации или что у вас там не видно? Не видно презентации? Нет. Ой, извините. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Я забыла нажать вам. Так, сейчас, секунду. Не могу найти демонстрацию экрана. Теперь видно? Да. Извините, пожалуйста, забыла я вам включить. Тогда сначала ее быстренько прощелкать. Да, сейчас, секундочку. Ну вот, созвездие наук. План нашего веб-сайта WebQuest, цель, задачи, вот эти ярлычки, которые мы используем при создании сайта, это Google сайт и Google формы. LearningCapps тоже небольшой ярлычок. Вот эта вот страничка, главная страничка нашего сайта WebQuest Myth. Вот, это LearningCapps, тоже главная страничка. Вот задание, которое по информатике, оно выполнено в виде пазлов, когда дети перемещаются по вкладкам и открывают эти странички, открывается картинка. И уже к этой странице, к этой картинке задается вопрос. Ответ на этот вопрос нужно внести в бланк ответов. Так, сейчас, секундочку. У нас в 2016-2017 учебном году мы провели самый первый квест. Он был разработан для учащихся 8-10 классов по 3 предметам: математика, информатика, физика. Задания мы старались подобрать разноуровневые, но приближенные к школьной программе, чтобы участники квеста не просто решали конкурсные задания,
а параллельно могли повторять пройденные на уроках темы, готовиться к государственной итоговой аттестации, ну и просто проверить свои знания. В первом квесте приняли участие всего 34 участника из 2 школ города. Ну, результаты подводились по классам. Учителя нашей школы попросили высказать свои мнения представителей других учебных заведений на методических объединениях города всех учителей и математики, и физики, и информатики. Нам было очень важно мнение не только участников конкурса детей, но и наших коллег из других школ. Оказалось, что и детям и этот конкурс очень понравился, и педагогам тоже. Но в 2017-2018 году мы провели уже 2-й квест. При создании этого квеста учли просьбы участников предыдущего года. Учителя и участники квеста оставили отзывы о конкурсе. Больше всего понравилось то, что задания были несложные и что позволяло любому участнику почувствовать ситуацию успеха, дойти до конца и выполнить все задания. Но в то же время на заполнение формы требовалось внимание, что порой не хватает нашим ученикам при сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. То есть здесь нужно было очень внимательно прочитать задание и заполнить ответы в бланке именно с большим-большим вниманием. Участники квеста были учащиеся 7, 8, 9 классов, и задачи были разбиты и по классам, и по предметам. Во 2-м квесте приняли участие уже 153 участника из 6 учебных заведений города. Ну, думаю, что вы, коллеги, согласитесь со мной, и в настоящее время точной науке в современном образовании уделяется катастрофически мало внимания. И когда и такого рода вот мероприятия, пусть даже они дистанционные, нашим детям пойдут только на пользу. Подобные квесты могут решить несколько проблем. Ну, например, повысить у учащихся интерес к обучению, снизить процент невыполнения домашнего задания, если вы будете задавать домашние задания вот в таком формате. Также веб-квесты – это хороший выход в случае, когда дети находятся на карантине или актированных днях. Но, к сожалению, мы живем в триполярном городе, у нас таких дней в течение года выпадает довольно-таки много. Ну, о плюсах говорить можно много, а отрицательная сторона – это, конечно, времязатратность. Но времени всегда не хватает. А вот когда дети просят заданий и с удовольствием их выполняют, это многого стоит. Ну, на этом я заканчиваю. Если у вас появились вопросы, вы можете задать их и по электронной почте. Если есть такая возможность, я презентацию потом перешлю, можно увидеть вот эти вот, пройти по ссылочкам и посмотреть на наши задания в веб-квеста. Ну и спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Такой вопрос. Как бы в городе уже у вас практически там все школы принимают участие. Нет ли в планах выйти там на межмуниципальный уровень? У нас аналогичный проект есть в Усть-Куломском районе. Там уже вот, ну там для сельских школ и не связанный с информатикой, по-моему, там другой немножко проект. Но тем не менее, они вот уже сельские муниципальные районы участвуют у них. Может быть, ИНТА станет инициатором такого веб-квеста тоже для муниципальных районов Республики Коми. Ну, мы попробуем, во-первых, сначала выйти на уровень города, муниципалитета, потому что положение только на уровне школы разработано. А потом попробуем и на республику без проблем. В какое время он у вас проходит? Так как это все в рамках фестиваля «Созвездие наук», то проходит в течение года в разное время. Оно бывает и в начале года, и в середине, и в конце. Но обычно мы, запуская этот проект, этот конкурс, мы отводим 2-3 недели. Все зависит от того, как выпадет время. Если это каникулы, то время побольше даем для того, чтобы дети и отдохнуть успели, и выполнить задания. Ну, приглашайте. Вот школы Сыктывкара готовы участвовать. Хорошо, будем иметь в виду. Мы готовы стать промежуточным звеном в информационном плане, в плане информационного оповещения о вашем конкурсе и о возможности принять в нем участие. Глядишь, там, может, через год-два и сделаем его республиканским.
Хорошо, мы будем работать над этим. Спасибо. Спасибо До большое. свидания. Коллеги, как бы все вопросы практически исчерпаны. Что нас ждет на будущее? План все получили. И я все-таки призываю еще раз муниципалитеты принять активное участие. Вот у нас на следующее заседание планируется ориентировочно 18 января это заседание. И предлагаем рассмотреть опыт работы Ижемского, Усть-Куломского района, города Печоры, Усинска. И в учебно-методическом блоке предполагаем анализ открытых занятий. То есть, ну вот как я вижу, например, это. То есть фрагмент урока можно будет небольшой взять и провести его анализ с точки зрения профессионального роста, профессионализма учителя, применяемых форм и методов. Тема у нас следующего заседания – это профессиональное мастерство учителя как основной ресурс качественного образования. Поэтому как бы то, что в плане заявлены муниципалитеты, ну, я уже сказал, что это не панацея. Если будут какие-то предложения других муниципалитетов, ради бога, мы будем только рады их участию. И я считаю, что вот наша площадка, как бы, это хорошая площадка для тех, кто выходит на аттестацию, представить свой опыт на республику среди учителей информатики, предположим. Поэтому призываю активнее участвовать и обмениваться опытом. Немножко, может быть, неудобный у нас как бы формат общения вот через то, как мы сейчас работаем. Некоторые вот мне сейчас пишут и сообщают, что не могут войти в чат. Может быть, у меня есть предложение перейти все-таки в Skype для бизнеса. Вот у вас как бы есть время, и мы сейчас его частенько начинаем использовать, в том числе и при проведении открытых уроков Роскомнадзора, где можно взять слово и выступить, если есть микрофон и камера, то есть вживую как бы пообщаться в этом случае. Skype для бизнеса входит в пакет первой помощи, который есть у вас у всех. Единственное, вам надо зарегистрировать свою, так сказать, организацию на сайте Microsoft, выбрав доменное имя. Тут проблем я тоже не вижу. Как бы у вас у всех есть сайты, поэтому можно в качестве доменного имени взять ваш сайт, сделать корпоративную почту. Я уже говорил, в этом случае можно раздавать учетные записи даже школьникам, там, ну, младшим школьникам, до 13 лет, до того времени, как они могут законодательно создавать свои аккаунты на том или ином ресурсе в интернете. Я предлагаю еще, что секретарем наших заседаний будет Елена Юрьевна Ваулина. Вот она сидит сзади, ее видно хорошо, отодвинуться мне надо. Вот. Значит, она активно принимала участие, в общем-то, и во всей документальной работе по прошлому году. В этом году непосредственно принимала участие в составлении плана работы. Ждем еще ваших предложений. На этом сегодня мы заканчиваем. Леня, что у нас в чате? Там нет вопросов? Если будут вопросы, у нас есть почта. Еще не забываем. И как бы на сегодняшний день у нас зарегистрировано в нашем республиканском методобъединении учителей информатики 69 человек. Образовательных организаций у нас более 300, около 400 с учетом профов. Около 380 получается с учетом профессиональных образовательных организаций, где есть тоже учителя информатики, информационных технологий. Поэтому призываю вас еще на портале «Открытое образование Республики Коми» можно регистрироваться. Доступ всем открыт и участвовать в наших заседаниях. Спасибо за внимание. До следующих встреч.